хватало любви от матери. Да, там есть домашние, которые учились, есть чисто сироты. И ходили домашние по пятницам домой, в субботу и воскресенье были дома, а мы оставались там. Они типа в хороших условиях живут, в тепле. Раньше такого не было. Раньше одно одеяло мы воровали у других. Кто там домой пошел, у него брали одеяло, укрывались, чтобы тепло было. И еда такая же. Там один вот так, и одна вода, макароны. Ничего хорошего, что там по-домашнему. Мясо вообще не видели. Принесу там плов кто-нибудь, да? До нас не доходило. Купаться нигде было. Мы купались в туалете в то время. И мы там ведрами нагревали воду, приносили и купались. В 9 классе я закончила интернат. Потом ко мне пришел мальчик и сказал, что твою маму как зовут? Я говорю, Валя. Она с моим папой в дом престарелых в Агдате. Она стала орать, плакать, прости меня. Я вот так. Ну, у меня уже сердце не как к маме уже. Просто посмотреть, что за мама. Я ее послушала, она его привела, познакомила, и я ей влюбилась. И она говорит, у него крыша над головой, у него мама есть, все будет хорошо. Я поверила и за него вышла замуж. Оказался он алкаш. Ухмад я просила, чтобы мне хотя бы какую-то работу нашли. И спросила, говорю, а почему вы не выдаете нам хотя бы что-то, да, элементарно, не временное жилье, а хотя бы, вот честно скажу, хотя бы подвал мне дайте, я из подвала сделаю конфетку. А потом мне что говорят, ой, президент сказал, что таким, как вы, миллионы здесь живут, и что, каждому квартиру выдавать? Учительница была права, что поступай, это твой хлеб. Я отучилась, я закончила, 4 разряд у меня. И по этой же профессии я зарабатываю деньги. Оказывается, я полюбила эту профессию, а у меня не было желания учиться.